Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Программа, старая добрая программа «Один из нас». И сегодня один из нас, в моем лице, журналиста Дмитрия Аргунова, будет очень пристрастно допытываться про нюансы не только дорожного, на самом деле, строительства вообще в городе у заместителя мэра по строительству Антона Алексеенко. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Анатольевич. Так, смотрим. У нас вообще... Последние годы дороги хорошеют, это непреложный факт. В прошлом, по-моему, году был рекордный объем дорожных работ, которые, ну, скажем, они же были раскиданы там, сям, птицефабрика там, и так далее, и так далее. Да? Скажем так, концентрирующим ключевым элементом дорожного строительства все-таки у нас послужил главный проспект нашего города, проспект, который называется Ленина. Участок порядка 3 километров, по-моему же, да? Ну, чуть меньше. Чуть меньше 3 километров, да. Я буквально вот вчера вечером, поздно вечером, с огромным удовольствием прокатился по обновленным. Но на самом деле минус один, то, что вступил в свои права замечательный дорожный работник под названием «Зима», и у нас все вот эти красоты нового проспекта, они немножко остались под снегом. Есть участки, где дворники собственников прилегающих помещений, они работают на совесть, и там вот эту красоту видно. Да? К ним будет отдельный вопрос. Но на самом деле, почему ремонт, или назовем хорошими терминами, да, реконструкция проспекта Ленина затянулась вот настолько? Ведь ожидали же к 10 сентября, ко дню города. Да, я немножечко разверну тему дорожного строительства. Действительно, за последние годы довольно большой объем работ мы проводим. Работаем мы в основном в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Да. С 2019 года мы его начали. И суммарно за 2019, 2020, 2021, 2022 год порядка 120 километров дорог мы в нашем городе и пригородах привели в нормативное состояние. Да, в прошлом году исключительно по километражу цифра была выше, там более 43 километров. Да. В этом году она чуть поменьше, порядка 36 суммарно километров. Да. Но тут надо понимать, что, как вы сказали, да, ремонт или реконструкция, на самом деле это абсолютно разные термины. Да. Мы дороги ремонтируем, мы дороги подвергаем капитальному ремонту и реконструкции. Это все абсолютно разные процессы, которые подразумевают наличие разных операций. Да. Это в том числе может быть изменение категорийности, обустройство дополнительных, скажем так, элементов, да, таких как водоотводные лотки, расширение полос и так далее и тому подобное. Действительно, в этом году объектов капитального ремонта у нас значительно больше, чем в прошлом году, поэтому индикатор чуть меньше. Но в целом объем работ и по финансированию, и по основным непосредственно работам, да, он значительно больше. Что касается проспекта Ленина, действительно, это наш самый главный, скажем так, объект, самая главная дорожная стройка за последние годы. Надо сказать, что проспект Ленина так капитально никогда не делал. На моей памяти нет. Я вот сколько, 50 лет? Да, во многих, скажем так, комментариях и так далее проскакивает фраза, что за последние 50 лет проспект так капитально ни разу не делал. Подтверждаю. Да, и это действительно так. То есть нам с вами, можно сказать, повезло. Мы историческое событие застали. Историческая веха, да, принимаем в этом непосредственное участие. Что хочется сказать непосредственно по проспекту Ленина. Действительно, это не только самый капиталоемкий, да, и знаковый объект, это и один из самых сложных объектов. Да. Я думаю, многие горожане обратили внимание, что такого вида работ, как, допустим, сплошная замена грунта, да, на многих дорогах не проводилась. Да. Это еще раз говорит о том, что объект сложный, капитальный, и мы делаем его на совесть. Что касается каких-то регламентных сроков, да, надо сразу отметить, что объект у нас переходящий. То есть завершение работ по проспекту Ленина, оно изначально планировалось на осень 2023 года. То, что мы его разбили на этапы, это, скажем так, технологическая цепочка, определенное решение для того, чтобы не парализовать весь город, скажем так, за один момент, да и технически выполнить весь объем работ по замене грунта за один короткий период, который у нас, скажем так, есть возможность, в том числе заасфальтировать за теплый период года, да, мы просто физически успеть не могли бы. Да, поэтому он изначально растянут на 2 года.
и совершением работ в 2023 году. Этап этого года был осложнен в том числе, ну, многие из вас помнят, такими факторами, как археологические раскопки, да, когда Да, мы, вот, да, когда мы вот ближе к Кулаковскому. на участке, да, от улицы Кулаковского до улицы Пояркова, в результате до улицы Петровского, в результате дорожных работ были обнаружен так называемый культурный слой, да, и там, на период порядка 2,5 недель, соответственно, работы были приостановлены, да, то есть это тоже наложило определенные, ну, скажем так, условия, да, на увеличение сроков работ. Также надо понимать, что под проспектом у нас, да, хотя это основная транспортная магистраль, у нас расположен канализационный коллектор, который тоже там Сложное инженерное сооружение. сложнейшее. Сложнейшее. В наших мерзлотно-грунтовых условиях, в наших климатических условиях наличие вот подземного коллектора, да, это, ну, практически уникальное сооружение. Вот. И он тоже там далеко не первый год расположен. Естественно, мы готовились к тому, что нам предстоит проспект Ленина реконструировать. Были заранее проведены работы, ну, водоканалом по укреплению, по реконструкции этого коллектора. Да, но тем не менее его влияние, оно ну, в любом случае ощущается за все эти годы. Да, и были сложности с мерзлотно-грунтовыми условиями. То есть в рамках проведения работ нами были, ну, в рамках проектных работ, в рамках изыскательских работ, да, были проведен ряд мероприятий, в том числе по обустройству специальных термометрических трубок, да, и на протяжении всех, ну, работ по выемке грунта, по отсыпке, уплотнению, реконструкции всего проспекта, да, у нас постоянно ведется мониторинг за мерзлотно-грунтовыми условиями. То есть вот принципа работы от сих до сих копать и нету. То есть все обосновано Ну, мы научно, на высоком интеллектуальном уровне и так далее. Ну, конечно, конечно. К таким сложным работам, да и к любым работам на сегодняшний день невозможно приступить без должного инженерного обоснования. Естественно, это и ну, в полном объеме инженерные изыскания, это и геология, и топография, и гидрометеорология. Археология. Археология, конечно, да, весь комплекс. И, соответственно, экспертиза проектной документации. Без этого мы ни в коем случае ни к одному капитальному ремонту не приступаем. Так вот, были определенные сложности с достижением расчетных температур. Да, соответственно, приходилось на каких-то этапах немножко работы, скажем так, пролонгировать для того, чтобы добиться, ну, разрешение на загрузку, скажем так, да, для того, чтобы четко понимать, что мы работаем в рамках с разработанной проектной документацией, в тех условиях, в которых необходимо нам, да, проводить работу. Вот мы вынуждены были на некоторых участках, да, мы столкнулись там с грунтовыми водами, соответственно, немножко работу откладывать. Да. Ну, вот это такие субъективные факторы, да, которые, тем не менее, повлияли на то, что чуть отложилась история с временным открытием проспекта на первом этапе. Товарищ Алексеенко, давайте, я очень люблю, ну, визуализировать какие-то определенные объемы. Да? Вот когда я был в Алдане, сталкивался с промышленным строительством, я просто вот приводил пример. Вот стоит гора такая, ну, гора, метров 300 высотой, я вот говорил, она стояла, вернее, мне сказали, когда она стояла метров на 200 левее, да, я просто поразился. Какой объем грунта пришлось подрядчикам подвергнуть замене? Вот я очень люблю объемы. Сколько рейсов сделали эти большегрузы? Да, ну давайте мы так очень так грубо посчитаем. Да, у нас ширина проспекта порядка 14 метров, да, соответственно, на всю ширину грунт был заменен. Глубина замены грунта местами была от 1,5 до 3 метров, да. Соответственно, и протяженность у нас порядка 1,8-2 километра, да, ну, с определенными участками. Но более 35 тысяч кубов грунта было заменено, ну, если так вот считать. Если 18-кубовыми, ну, вот этими ково считать? Самосвалами, ну... 1200? Да, около 2000. Ну, это мы считаем на весь проспект. Естественно, сейчас выполнены объемы только по первому этапу, но нам что-то еще предстоит, ну, порядка половины довывозить и дозаменять. Да? Соответственно, замену мы производим специальной смесью, да, щебеночно-песчаного материала, да, плюс обязательно предусмотрен терморазрыв в виде эффективного утеплителя, да, так называемого дорожного экструдированного пенополистирола. Да, для геотекстиль. Геотекстиль обязательно, геосетка, то есть все слои, все технологии мы полностью соблюдаем. Экструдит, он
выдержит, да. Просто были, скажем так, опыт, ну, кстати, положительный опыт. У нас на речевой школе пучила постоянно дорогу, пучинила. И бытность заммэра Садовникова Дмитрия Дмитриевича там проложили как раз экструдитом, в принципе, простоял лет 7. Ну, надо сказать так, что экструдированный пенополистирол, он изначально материал для дорожных работ. Да, Именно для дорожных. То есть под большие нагрузки рассчитан. Да, он рассчитан на достаточно большие нагрузки. Он обладает минимальным показателем по водопоглощению, так как все поры у нас закрыты. Поэтому это нормальная практика применения вот такого теплоизолирующего материала в качестве экрана для дорожного строительства. Я обязательно воспользуюсь моментом и задам несколько вот каверзных вопросов, без которых я был бы не я. Да? Окей. Как быть вот с этими велодорожками, которые, вот, судя по тем видео осенним наших коллег, они в форме линзы были? Вогнуты. Да, я понимаю, к чему суть вопроса. Да. Ну, начну немножечко издалека. Да. Надо сказать, что объем работ, да, вообще в целом по проспекту, он, ну, я бы сказал, грандиозный. Да. Несмотря на это, каждый вид работ, каждый участок работ, да, он очень пристально подвержен вниманию и контролю со стороны авторского надзора, технического надзора, заказчика. Да. Общественность. Самое главное — общественный надзор. Да. Тут надо сказать, что ежедневно по проспекту проходит несколько тысяч технадзоров, да, которые каждый оборудован средством связи, фиксации, да, готов сфотографировать, записать видео и выложить на всеобщее обсуждение. И это на самом деле очень хорошо. Да. Это позволяет те моменты, которые ввиду объема, ввиду загруженности ускользают от глаз технадзора, да, вынести на общественное обсуждение и побудить нас принимать меры. Ну, это в тонусе подрядчиков держать. Конечно, конечно. Действительно, были зафиксированы случаи, когда качество работ по укладке покрытия велодорожек, да, оно не выдерживало никакой критики. Все это отфиксировано, составлены соответствующие акты. Да. Там, где это возможно было исправить, исправили укладки дополнительного слоя. Да. Там, где это невозможно, заменили на, собственно, новое покрытие. Да. Действительно, проектом предусмотрено, никакой линзы там собирательной не должно быть. Да. Водоотвод очень четко должен быть организован в сторону зеленой зоны. Вот. Ну, надо напомнить, что все дорожные работы, в том числе по проспекту Ленина, конечно же, да, они все у нас подвержены гарантии, да, есть гарантийный срок. И ни одна форма, ни один акт, они, во-первых, не будут закрыты без соответствующего обоснования, да, а при выявлении нарушений, при выявлении, даже в ходе эксплуатации в течение 3 лет, да, грубо говоря, если мы видим, что нарушены требования проекта и технологии обустройства, подрядчик за собственные средства обязан будет это дело устранить. Да, конечно. Я хочу обратиться к нашим дорогим горожанам, особенно категории, которая называется «я ж матери», которых вообще ничем не пронять и так далее. Понимаете, вот сделали прецедент такой, что создали специальную велодорожку. А на самом деле процент велосипедистов у нас в городе, он зашкаливает. Если раньше вот можно было, когда их было 200, там, до 1000, их можно было как-то отследить, держать какие-то постоянные контакты и так далее. Сейчас просто каждый второй, включая там от больших начальников, заканчивая школьниками, выходит с подъезда, садится на велосипед и едет по своим делам. Это удобно. В теплое время года это вообще супер. И поэтому давайте повышать культуру. Есть очень широко расставленная, хорошо оборудованная пешеходная зона, вот это выложенная серым гранитом. И есть велодорожка, которая вот зона асфальта. Давайте соблюдать права друг друга на дороге. Все-таки улицы нашего города — это общее пространство, которое нам всем вместе и эксплуатируем. Да, мы все участники улично-дорожного движения, и автомобилисты, и пешеходы, и те, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности. Это не только велосипедисты. Очень популярна сейчас история с самокатами, в том числе электросамокатами. Да. Действительно, мы постарались, велоинфраструктура в нашем городе, да, она большой истории не имеет. Но это абсолютно не означает, что мы должны так и оставлять ситуацию. Да. Действительно, это популярная история, это популяризация здорового образа жизни, это удобно, да, в некоторых случаях. Поэтому мы постарались эту велоинфраструктуру наладить, в том числе на центральной улице нашего города. Вот. Поэтому
Действительно, оборудована у нас есть пешеходная зона, действительно оборудована зона для велотранспорта. Да, действительно, нам нужно всем внимательнее относиться, соблюдать права друг друга. Да, как говорится, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Велосипедист имеет абсолютно те же самые права, что и пешеход. У него есть выделенка специально для этого. Поэтому тут надо к этому привыкать, безусловно, да, нарабатывать этот опыт. Но я думаю, что наши горожане, они очень хорошо... Они достаточно быстро адаптируются Да, к новым условиям. поэтому, грубо говоря, я думаю, тут больших проблем быть не должно. Это все зависит от нас с вами. Просто я всегда устрашаю. Раньше были вот, когда не было специально оборудованных велодорожек и так далее, велосипедисты вынуждены были ездить по тротуару. Были случаи, когда некоторые невнимательные пешеходы и велосипедисты друг друга, скажем так, подвергали взаимному тесному контакту. В случае, если будет отведена велодорожка, и велосипедист будет двигаться по ней, а пешеход или человек, который зашел на нее, будет априори считаться при каких-то обстоятельствах нарушителем. Так что двигаемся дальше. Осенняя дискуссия с участием главного архитектора республики. То, что про водоотвод. Выдержат ли вот эти вот лотки, которые мы все видели, лицезрели, наши условия? Смотрите, ранее проспект не был у нас оборудован системой ливневой канализации. Да? В этот раз мы подошли к проектированию довольно взвешенно, да, и предусмотрели такую систему. Выполнена она, как многие обратили внимание, из не совсем обычных материалов. Да. Да, многие горожане, да, так как работа у нас происходит, собственно, на виду у всех, да, обращали внимание, что это за новый интересный материал. Да. На самом деле это полимер-бетон. Да. Материал, скажем так, он не совсем такой, чтобы вот прям новый, инновационный, но тем не менее, скажем так, не имеет массового применения пока. Да. Бетон с присадками, да? В качестве вяжущего материала там использованы полимерные смолы, которые имеют на самом деле очень высокую степень прочности, в том числе и стираемости. Это специализированная система, которая монтируется в соответствии с технологическими картами, да, то есть она предусмотрена для непосредственно дорожного использования в качестве системы водоотведения на дорогах. Да. Имеет довольно привлекательный вид, поэтому, на наш взгляд, она работать будет. В части обслуживания, опять же, есть система ревизии, система колодцев, да, которая позволяет прочищать эту канализацию. Надо понимать, да, что ни одно техническое решение само по себе без должного уровня обслуживания работать не будет. Нет ничего вечного. Да. Если поставить лоток и забыть про него на 2-3 года, да, то можно про него забыть окончательно. Естественно, нужно его обслуживать постоянно. Да, и, соответственно, наши коммунальные службы к себе на вооружение уже приобретают специализированную технику, да, которая позволит прочищать, обслуживать данную систему. Да, и мы считаем, что так как было ранее, да, когда на проспекте у нас скапливались лужи там, по 10 метров, и нужно было их откачивать при каждом дожде, да, то, соответственно, проектный профиль дороги, да, проектное решение, наличие вот этой системы водоотведения, на наш взгляд, должно эту систему выровнять. Весна покажет правоту, совершенно ли вы. То есть верно. У нас предстоит гигантский экзамен, на самом деле. Все ли правильно рассчитали, все ли правильно предусмотрели, все ли правильно сделали на нашем любимом дорогом проспекте Ленина. Вы, наверное, по долгу службы нередко ходите вот через улицу к Министерству транспорта. Да? Я к чему? Потому что там очень рачительные и добросовестные дворники, которые вычищают вот эту новую тротуарную плитку. Да? Она такая из гранита, она шероховатая. Там не скользко или как? Давайте я поясню. Да, действительно, у нас в качестве материала для мощения по проспекту Ленина применена в основном гранитная плитка, но и дополнительно есть участки, где применена плитка бетонная, вибропрессованная. Да. Если мы говорим про гранит, это природный материал, который обладает, во-первых, он не литой, он пиленый, да, соответственно, есть определенные допуски по ровности, по шероховатости, и в целом это способствует тому, чтобы он был противоскользящим материалом. Да. Но вот если у вас будет возможность пройтись по очищенной плитке, да, либо возле Министерства транспорта, либо около других
участков, где она... Где, кстати, подскажите просто, где тест-драйв провести вот это? Ну, самый большой участок на сегодняшний день перед открытием, он был напротив здания Минтранса, ну, вот напротив, если мне не изменяет память, там где-то где ресторан Бекетов, там есть очищенный участок. Ну, их на самом деле определенное количество. Вот. Если вы попробуете ее испытать, да, то вы на себе убедитесь, что на самом деле она не такая скользкая. Комфортно. Да, довольно-таки комфортная. Опять же, нужно правильно обслуживать, нужно своевременно чистить, не подвергать, так как материал все-таки природный, да, там, излишним каким-то механическим воздействием, но тем не менее это мировая практика, использовать в качестве материала для мощения гранит, и мы приближаемся А к как мировым же любимый инструмент наших дворников, топор, насаженный на лом? Ну, скажем так, это экстремальный способ очистки, который на самом деле применять, ну, даже при любой другой системе покрытия Не рекомендуется, нужно своевременно подметать. Хорошо. Так, еще идем. Замечательные опоры, да, практически как в Питере. Я вообще вот проспект склонен рассматривать как некая Питер на минималках, да. Литы такие, вернее, впечатление такое, что это литы, это же формованные, штампованные же колонны. Опоры уличного освещения. Опоры уличного освещения действительно кардинально преобразились, да, то есть... Они такие черные, брутальные. Да, но сам по себе дизайн-код проспекта Ленина, он подразумевает в целом преображение нашей главной улицы города, да, в том числе и, на мой взгляд, очень качественно отработали с вопросом по дизайну этих опор. Они стальные, да, но оборудованы в том числе чугунными литыми элементами декоративными. И в целом цвет, который выбран, да, такой графитовый, очень темный, да, он подчеркивает вот эти вертикальные линии. И на самом деле, если вот на Свободный проспект посмотреть, такой очень хороший я смотрел. Эффект туннеля такого возникает, и... да, с вертикальными графичными линиями. На самом деле, на мой взгляд, это смотрится очень стильно и очень здорово. Антон, а вот эти вот поперечины, кого или что собрались на них вешать? Да, значит, у нас опоры в том числе оборудованы специализированными консолями, да, которые выполнены все в едином стиле, на мой взгляд, тоже достаточно симпатичные. То есть нет такого, как было ранее, да, на одном столбе у нас такая кривая труба, на другом другая. То есть здесь все выполнено в едином стиле. Эти консоли, они предусмотрены для того, чтобы обеспечивать проспект техническими средствами безопасности. То есть туда вешаются знаки для того, чтобы было видно не только там, пешеходам, но для всеобщего обозрения. Да. И полосы и так далее. Да, действительно. И, соответственно, у нас же в городе идет в том числе реализация проекта интеллектуально-транспортной системы. Уже не первый год мы работаем, Министерство транспорта работает, Министерство инноваций в соответствии с федеральными требованиями, да, там, программа Росавтодора. Якутск участвует в реализации программы интеллектуально-транспортной системы для городских агломераций с населением больше 300 тысяч человек. По стране не так много таких пилотных проектов, по-моему, всего 11, что ли. Вот, которые предусматривают в том числе наличие специализированных камер, детекторов, да, для того, чтобы своевременно, качественно управлять транспортным потоком, и все вот эти средства, они в том числе будут расположены на этих дополнительных... Над проезжей частью. Да, на этих консолях, потому что обзор будет соответствующий, качество картинки, да, вот, для того, чтобы потом не предусматривать какие-то дополнительные рудиментарные решения. Да, то есть мы вот сразу оборудовали просто. Назовем это «рука большого брата». Вот так вот. Ну, это так, шутку, да? Окей, двигаемся дальше. Еще раз, точку на проспекте заканчивать еще рано. Где логика вот того, что от гостиницы «Лена» до Кулаковского вроде как закончили, а вот те участки до Красноярова и до Хабарова, самое главное, они начали только сейчас? Я вот логики не предусмотрел. Многие, кстати, со мной согласны будут. Надо было сначала их, типа, а потом... Ну, смотрите, технологический проспект, как я уже говорил, очень сложная артерия, да, которая, помимо того, что там есть коллектор, да, который обуславливает сложность мерзлотно-грунтовых условий, также есть огромное количество так называемых инженерных коммуникаций, сетей, которые необходимо было выносить, перекладывать, где-то заменять, где-то там есть сети, в том числе, которые уже не используются, да, и, ну, естественно, за один год данный объем работы сделать было практически невозможно. Плюс проспект у нас это главная транспортная артерия, да, из 18 городских автобусных маршрутов на проспекте так или иначе, вот на том участке, который ранее был перекрыт, 12
12 маршрутных автобусов туда заезжало. Они войдут, кстати, обратно на свои места только в следующем году же, да? Да, на сегодняшний момент, ну, я немножко сразу перейду, да, так тоже в плане ремарки. У нас проспект открыт в ограниченном режиме, там есть специальные знаки по ограничению скорости и так далее. То есть мы завершили только определенные этапы работ, которые позволяют нам открыть проспект для личного транспорта, да, но общественный транспорт на данный момент не может по требованиям безопасности там осуществлять движение. То есть у нас даже не оборудованы в полной мере автобусные павильоны, соответствующие разметкой и так далее. Да? Поэтому пока мы не можем запустить туда общественный транспорт. Да? Понятно, что есть огромное желание горожан, но, к сожалению, мы требованиями безопасности пока не можем поступить. Потерпим еще. Годик, сказал автолюбитель, да? Да, а в части того, почему вот был проспект разделен на такие или иные этапы, ну, как я уже говорю, да, транспортная загруженность определенных улиц, да, соответственно, мы, когда разрабатывали объездные маршруты, в том числе, моделировали разные варианты, как нам следует перекрыть. Плюс, опять же, как я уже сказал, мерзлотно-грунтовые условия, некоторые участки, которые осложнены наличием талых грунтов, да, они обязательно должны были быть вскрыты в зимний период времени для того, чтобы соответствующим образом промерзнуть. Тот же самый участок, который вот, на котором сейчас, значит, работают, да, второй этап от, грубо говоря, площади Орджоникидзе до Хабарова, да, там мы знаем, действительно проложен коллектор, там сложные мерзлотно-грунтовые условия, он обязательно должен быть вскрыт сейчас и промерзать в самое холодное время года. То есть требует обязательных зимних работ. Да, в том числе. Хорошо. И последнее, завершающее, ну, по крайней мере, претензии, скажем так, у меня к тем проведенным работам. Не претензия, а это, наоборот, плюс, наверное. Да? Дело в том, что я достаточно много лет работаю на телевидении, и у нас есть замечательная традиция делать трансляции с первомайских демонстраций. Да? Мне кажется, проспект расчистился в этом плане. Дело в том, что раньше были мириады просто вот этих поперечных кабелей и так далее. Сейчас их стало, ну, визуально меньше. Да, действительно, одним из обязательных этапов реконструкции проспекта, да, у нас была, ну, реализация концепции «Чистое небо». Многие горожане, наверное, обратили внимание, что на этапе производства земляных работ закладывалось огромное количество специальных гофр, да? То есть все линии освещения, питания светофорных объектов, электроснабжения, они все пройдут у нас в кабельной канализации. Да, действительно, сейчас мы открыли проспект, в том числе запустили освещение, и часть проводов еще между столбами наблюдается, но это абсолютно временное решение для того, чтобы вот сейчас открыть проспект. Да? Нам дополнительно нужно оборудовать специальные шкафы и так далее. Естественно, в зимний период времени этого сделать невозможно, поэтому весной мы приступим к этой работе, и к открытию, естественно, мы все вот эти вот продольные кабели, которые идут по проспекту для линии освещения, мы уберем. В этой кабельной канализации будет освещение, часть связи, то есть питание светофорных объектов, технических средств безопасности, это все мы приведем в соответствующий вид. И действительно, проспект станет одной из тех улиц, где, ну, практически минимальное количество внешних коммуникаций. Да. Там чуть сложнее с линиями связи, но в этой части мы тоже работаем. От своего лица, как горожанин, хочу все-таки поздравить с завершением определенного этапа, первого этапа, очень масштабной работы. Но ведь дорожное строительство у нас одним проспектом не ограничивается. Еще немножко по дорогам, еще немножко. И можно я комментарий, да, вот к завершению вставлю, как говорится. Да? Действительно, мы проспект на этом этапе открыли для личного транспорта, но я хочу обратиться ко всем горожанам, да, сделать акцент на том, что проспект сейчас функционирует в специальном режиме. Многие обратили внимание, что мы повесили знаки ограничения скоростью 40 километров. Знак дорожный рабочий продолжает там находиться. Где-то мы оградили перекрестки специальным, ну, барьерным ограждением. Да? То есть, пожалуйста, обратите внимание на знаки, на специфику. Да? Многое на проспекте поменялось, в том числе конфигурация парковочных карманов. Если раньше мы парковались перпендикулярно, сейчас это в основном параллельная парковка, так как мы пешеходную зону увеличили, сделали велодорожку. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим и уважайте всех участников дорожного движения. Еще раз. Ну, вроде как покончили с проспектом, да? Ну, по крайней мере, в нашей беседе.
У нас же дорожное строительство, еще раз говорю, это не только проспект. Вот злополучная развязка Ярославского, Хабарова и Ефимова. Да. Я такого количества ДТП, вот вообще систему заезда в этот человейник, который под названием 203 микрорайон, да, Ефимова же, по сути, по генплану это должна быть стать полноценной улицей, а не вот этой гидротехническим сооружением, которое является. Что мешает выпрямить вот этот участок? Я реально вот логику тоже хочу понять. Да, я постараюсь так очень коротко объяснить. Да. Действительно, улица Ефимова — это очень большая необходимость в том, чтобы завершить работы по строительству этой улицы. Действительно, для транспортного снабжения 203-го микрорайона, да, и в целом для этого узла улица Ефимова крайне необходима. Я скажу так, что проектные работы уже сейчас выполняются. У нас есть заключенный муниципальный контракт, уже выполнена часть работ по инженерным изысканиям. Да, есть определенные сложности, как раз-таки связанные с тем, что это гидротехническое сооружение. Оно соответствующим образом должно быть оборудовано, там, шлюзы, регуляторы и так далее, там, водопропускные трубы. Вот. Это непростой проект, но тем не менее мы прилагаем все усилия совместно с республикой, да, потому что это связано с безопасностью от паводковых вод, да, это связано в том числе с объектами жизнеобеспечения, которые расположены там в непосредственной близости, да, это магистральные сети теплоснабжения, тепловые пункты. Теплопункт мешает. Это все завязано в одну историю, да. Сейчас уже есть определенные принятые решения, каким образом нам грамотно это обойти для того, чтобы сделать удобный и безопасный перекресток, поэтому я думаю, что к 2024 году мы победим этот сложный проект. К 2024-му? Я так думаю, что мы сможем это сделать. Просто как общественность, представители общественности, в том числе общественности 203-го, вот это бутылочное горлышко, которое собой представляет сейчас улица, вроде бы широкая в сторону Маллона, да, но это реально, вот со стороны 203-го, когда в час пик туда выехать, это очень большая проблема. То есть улица Ефимова решила бы значительно... Абсолютно с вами согласен. Да, к сожалению, раньше мы прорабатывали в том числе вопрос по круговой развязке, да, но в силу объективных факторов не влазит туда в должной мере для той полосности, которая предусмотрена там, на улице Чернышевского, Хабарова, круговая развязка, да, поэтому там будет полноценный перекресток, но вот мы сейчас уже очень плотно в этом плане работаем. Проектная документация уже разрабатывается, в плане дорожных работ этот объект тоже у нас предусмотрен, поэтому посыл, который горожане нам дают, он абсолютно верный, и он подталкивает нас к тому, чтобы быстрее решить этот вопрос. Какие еще сложности были в части дорожного строительства, прежде чем покончить с темой именно дорожного? Именно в этом году? Да. Как я уже сказал, в этом году у нас очень большой объем по дорожному строительству, по ремонту дорог именно в части капитального ремонта и реконструкции. Да? То есть у нас такие капиталоемкие объекты, которые подразумевали в том числе и замену грунта. Да? Вот на проспекте она была сплошная. Точно так же, допустим, на улице Якова Потапова, почему мы немножко тоже затянули со сдачей этого объекта, там тоже была замена грунта. Такая же история, допустим, была на улице Нагорная в Кангаласах, да, то есть мы же дороги делаем не только в городе Якутске, мы во всех пригородах стараемся, там в Хатасах много дорог делается. То есть, грунтовые условия с каждым разом все более сложные и сложные, да, поэтому вот большой объем по замене грунта. На Ильминской такая же история происходила, да, поэтому, это, скажем так, в части объема работ определенные сложности, но тем не менее инженерно мы к ним готовы, у нас есть проектные решения. Есть результаты инженерных изысканий, поэтому где-то приходится там, немножко увеличивать объем работ, да, в силу субъективных, объективных факторов. Но, тем не менее, непреодолимых преград перед нами, слава богу, пока не было. Одна цифра в тему дорожного строительства. Сколько километров в 23-м предусмотрено? С учетом дополнительных индикаторов это 36,5 километров. Больше, чем в этом году? Или примерно такое же? Прошу прощения, в 23-м году? В 23-м. В 23-м году это 36,5 километров, это на 22 год. А на 23-й год предусмотрено порядка 38 километров. Чуть больше? Да. Примерно такой же объем. Хорошо, но еще раз, городское строительство это не только дороги, вернее, дороги это не только же дороги непосредственно, это еще и прилегающие территории. Конечно. В части того, что Якутск участвует в программе
1000 дворов. Да, 1000 дворов. Вот здесь вот, по-моему, больше всего воплей даже не дорог касалось, а как раз вот, ну, понятно, зона проживания людей. Ну да, давайте я здесь тоже немножко добавлю. Действительно, в этом году мы совместными усилиями совместных бюджетов, это и городской, программа формирования комфортной городской среды, и республиканский, программа Илдархана «Мой двор», и непосредственно программа «1000 дворов на Дальнем Востоке», да, которую запустил Юрий Петрович Трутнев. Мы небывалую цифру в этом году, скажем так, привели к жизни. Да? 75 адресов получили новые дворовые территории. 75. В прошлом году мы гордились цифрой 30, и это было больше, чем за предыдущие 5 лет. Да. А в этом году 75 адресов, скомпилированных в отдельные площадки. Действительно, объем, ну, небывалый до этого. Да? И понятно, что у горожан есть соответствующая реакция, что проводятся определенные работы. Это положительный, скажем так, положительная история. Да? Действительно, на отдельных участках были, скажем так, претензии по качеству. Да? Действительно, подрядчики и субподрядчики где-то, может быть, не ответственно отнеслись к исполнению своих обязательств. Но опять же, я скажу, у нас по всем дворовым территориям заказчикам определен технадзор, авторский надзор. Поэтому, да, объем большой, что-то выходило за зону внимания, но, опять же, тут в первую очередь большая благодарность общественности, общественным организациям, да, которые своевременно обращали внимание и побуждали нас для того, чтобы мы работали с подрядчиками по исполнению тех или иных, по исправлению тех или иных замечаний по качеству. Да. Но, опять же, мы говорим, объем большой, в том числе огромный объем по асфальтированию. Да? Если мы ранее дороги едва успевали заасфальтировать, да, то в этот раз нам еще огромное количество дворовых территорий нужно было заасфальтировать. А, к сожалению, в 2 раза больше дорожных служб и подрядчиков у нас в городе не стало. Поэтому не надо далеко ходить за примером. Некоторые подрядчики в очередь стояли за асфальтоукладчиком. То есть объем огромный. Действительно, такого никогда раньше не было. Нет, тренд такой, вот создаются новые площадки, асфальтируются дворы и так далее. Я сейчас процитирую Евгения Николаевича, нашего Григорьева, да, который сказал 2 года тому назад: Короленко будет выпрямлен. То есть там предстоит снести детскую площадку, которая примыкает прямо к подъездам домов. Да, вопрос улицы Короленко, он находится в живой стадии обсуждения. Мы в том числе, уже 3-й год. В том числе проводили ряд общественных обсуждений, встреч с населением. Уже сейчас решаем вопрос, практически решен вопрос с перемещением нестационарных торговых объектов, которые там расположены. Предложены различные технические решения по прокладке улицы, в том числе даже в обсуждении были вопросы по изменению конфигурации входных групп. Да, то есть, это тоже решение. Это не простые решения, но они возможные. Да. Я не скажу вам сейчас, к сожалению, даже если бы очень хотел, конкретную дату, к которой мы откроем улицу Короленко, но мы делаем все возможное для того, чтобы претворить эти планы в жизнь. На самом деле хороший идет разговор, заканчивается, вернее, у нас буквально несколько минут, и отвлечемся. То есть от темы асфальтов и так далее, давайте перейдем к красочкам. Да? Красочка. 2 дома в Залаге, да, которые, я не знаю, такой ядреный цвет выкрашен, который, вырви глаз, что называется. Да? Имеется в виду 12-этажные здания? Да, вот зелено, я не знаю, какой коричневый. Бордовый. Бордовый, наверное, такой, да. Данное проектное решение было согласовано, действительно вызвало общественный резонанс. Согласовано. В рамках проектной документации. А вообще логика есть согласовывать такие вот решения? Я всегда взываю к логике принятия решений. Скажем так, наверное, в рамках комплексной застройки, да, можно было применить и другое решение. Надо было. Хорошо. Сегодняшний гость программы «Один из нас» и замечательный собеседник, как оказалось, и, по крайней мере,
Я многое слышу о нем положительно в плане, там, что скорость вхождения в дело. Недавно абсолютно назначенный заместитель мэра по строительству Антон Алексеенко. Рад знакомству личному. Я еще раз как обозреватель, который постоянно мониторит городские проблемы и так далее, постоянно буду, скажем, находиться в контакте в том или ином. Принимайте наше приглашение. Обязательно. Как здесь не кусают. Единственное, что не выдают заранее заготовленные вопросы. Да, это специфика Дмитрия Аргунова, что ж поделать. Да? А эта программа «Один из нас», и мы сегодня говорили не только о дорогах, на самом деле, о дворах, о велодорожках, о системе водоотведения, о кабелях, об умном городе, о мерзлоте, о тех объемах работ, которые скрыто от глаз горожан, на самом деле, в большинстве случаев проходит колоссальная работа. И человек, который руководит вот этим направлением, Антон Алексеенко, впервые, да? Да, здесь у вас впервые. Да, практически впервые вот в таком публичном свете. Увидимся. Один из нас.